привет! Это канал Бычковский Лайф, и мы в Лебе. Это национальный парк Славинский. В этом видео мы вам покажем дюны песчаные, которые передвигаются, невероятно красивое море и еще очень много чего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы погнали. Мы в Лебе. Но мы имели шанс сюда не попасть сегодня. Так, сейчас идем узнать, что у нас по прокату по великам. Хотим взять велосипеды и поехать на них, потому что как бы туда далеко идти. Вот. Цены на велосипеды довольно приемлемые. Вот мы сейчас берем вот эти спортивные велосипеды, на день стоят 60 злотых. Ну что, сябры, прибыли мы сегодня в городок под назвой Łeba по-польску. Это городок на узбережжі моря Балтійського. І приїхали ми сюди для того, щоб поглядеть Словінський парк народовий. Да пробачить мене моя наставниця по польському. Ось. Приїхали сюди раніцею, приїхали на 2 дні. Спинилися у Лебе, тому що парк займає вельми таку простору вилізну, і він, по-моєму, там каля 200 тисяч квадратних кілометрів, щось таке займає. Ось. І це унікальніший парк, унікальний своєю природою, і ще унікальний тим, що це бодай єдине місце, не тільки у Польщі, але й у цілій Європі, у якій можна назирати піщані дюни, які кожен год пересовуються. Передвигаться мы будем на лясиках. Это на сегодняшний день нашего транспорта. Так, сегодня мы взяли роверы с собой и поедем, поглядим. Хотелось бы максимально больше побачить. У нас еще есть завтрашний день, а мне хотелось бы еще что поглядеть. Вот. Тому поедем, не будем гублять час, чтобы больше показать вам. Так, приехали мы вот, поглядите, какая колейка туристов. Приехали на увоход, непосредственно уже у парка. И Алина стоит у колейцы. Ой, руки колотятся. Зараз Алина нам купить квитки. Dzień dobry, poproszę o bilety jednorazowe. Dziękuję. изучает.
мапа показує, що от ми зараз у Лебі. І те, що ми зможемо проїхати, гэта до Видмов, гэта прикладно 8 км. А увесь парк, поглядите, який він величезний. Тому мало шансів, що ми його увесь поглядимо. Ну і гэта нагода, да, Лінасик, каб приїхати сюди ще не один раз. Так, треба поглядіти, скільки коштують вот гэтые вот такі машинки маленькі. Вони називаються мелікси. Скільки вони коштують? Зараз глянемо. Ну ось. Коштують ціни 18 злотих. В один бок. Але за 15 минут вони вас доставлять одразу до Видмов. Ну що ж, приїхали ми до першої рухомої дюни. Ось так вона виглядає. Що хотілося б розказати тому, хто сюди приїде на ровери. Тут цікаво, що з правого по правому боці є платний паркінг 10 злотих, а тут безплатний. Ну, ми якби тут і припаркувалися. Помаленечку этот лес проглинає дюна. Привет, Лиз! Офигеть! Как это возможно?
Вот и подходит к концу первый день нашего путешествия. Сегодня мы увидели часть парка, до которой смогли доехать, и это что-то невероятное. Место влюбляет в себя буквально с первого взгляда. Захватывающее сочетание песчаных дюн, бесконечных лесов и озер, и, конечно же, Балтийского моря. Все наши эмоции от увиденного просто не передать словами, и, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому рекомендую. Сейчас мы едем заселяться в отель, будем отдыхать после насыщенного дня, так как завтра нас ждет еще один интересный день. А ось і наш готельчик. Живем ми на другім або на третім поверсі. На другім. Варто показати, що у нас тут у дворі. Вот уваходик, а вот задний дворик. Ну и мы вот тут плануем посидеть. Небольшой рум-тур нашей комнаты. Заселились мы в отель Короленко. Номер рассчитан на 3 человека. Мы здесь вдвоем. Стоимость 315 злотых. Это где-то 270 белорусских рублей. В комнате, в принципе, все необходимое. Шкаф, там есть холодильник и своя ванная комната. И такой вот вид из окна.